Неделя предпринимательства в Башкортостане. Бизнес и власти обсуждают наиболее актуальные проблемы и о том, как их решать. Поговорим обо всем подробнее прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами председатель Госкомитета Республики Нияз Фазылов. Нияз Мансурович, здравствуйте. Здравствуйте. Как началась неделя предпринимательства? Она проходит в Уфе, на вот такой знаковой площадке «Фабрика будущего». Что главное, что видите? Неделя предпринимательства стартовала с 24 мая. Ежедневно проводятся тематические мероприятия, круглые столы, обсуждаются наболевшие вопросы, в том числе вопросы и административного регулирования, вопросы правового, точки роста. Сегодня прошла панельная дискуссия, круглый стол о перспективах развития предпринимательства Республики Башкортостан, тех новых направлений, которые могут послужить драйвером для развития экономики Республики Башкортостан. Завтра у нас день социального предпринимательства, и в пятницу мы завершаем работу с бизнес-шерифами, когда будем обсуждать план работы заместителей глав по развитию предпринимательства на год вперед. Насколько страшно смотреть в будущее? Смотреть в будущее не страшно. Самое главное — определить цели и приоритеты. Они все заданы национальным проектом развития малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. Но мы знаем, что глава Башкортостана Ради Хабиров озвучил данные индекса административного давления. Это создается аппаратом уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Вот Башкортостан на 9-м месте. О чем говорят эти результаты? Индекс административного давления является комплексным показателем, который характеризует, насколько предприниматели Республики Башкортостан зависят от проверок всех контрольно-надзорных органов. Я напомню, что у нас в Российской Федерации развивается так называемая регуляторная гильотина, когда уходит от минимизации контрольно-надзорной деятельности. Неплохой показатель, действительно есть к чему стремиться. В целом бизнес чувствует, что контрольно-надзорные органы минимально, наверное, оказывают сейчас воздействие на развитие и работу предпринимателей. В динамике в предыдущие годы какие были показатели? Я не готов ответить сейчас на данный вопрос, но могу сказать, что действительно показатели были немножко хуже, нежели сейчас. 2020 год, он был годом действительно непростым. Многие предприниматели вынуждены были либо сократить свое развитие, либо перестроиться на новые направления. Могу сказать, что, конечно, наиболее пострадавшими отраслями 2020 год являются отрасли, которые оказывали услуги, и отрасли хорики, так называемые отели, рестораны, кафе, общественное питание. Расскажите, пожалуйста, вот последствия коронавирусного 2020 года, что сейчас говорят предприниматели, чего они ждут и какие проблемы решают? Предприниматели ничего не говорят, предприниматели трансформируются под новые вызовы экономики. Действительно, предприниматель всегда ориентируется на рынок, поэтому пандемия показала, что предприниматель, вне зависимости от того, какие существуют направления развития, он всегда будет стараться максимально быть клиентоориентированным и рынкоориентированным. Поэтому могу сказать, что предприниматели четко уверены в том, что они будут работать, в том, что они будут развиваться. Конечно, они ищут новые ниши. Могу сказать, что в 2020 году как правительством Российской Федерации, так и правительством Республики Башкортостан были оказаны беспрецедентные меры государственной поддержки. Более 2 миллиардов рублей в экономику Республики Башкортостан было вложено. В текущем году суммы в 3 раза меньше. И, кстати говоря, наиболее эффективные инструменты государственной поддержки какие оказались? Наиболее эффективными инструментами государственной поддержки являются это отсрочка по уплате налогов, это действительно беспроцентные займы на выплату заработной платы. В текущем году мы ждем решения премьер-министра правительства Российской Федерации о том, чтобы эти займы можно было списать. Какие направления сферы деятельности МСП республика считает приоритетными и какие из них получат поддержку? Мы не ограничиваем круг по направлениям деятельности. Все субъекты малого и среднего предпринимательства имеют полное право получить беспрецедентный набор мер государственной поддержки. Мы сейчас переработали государственную программу под ориентир национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В ближайшее время мы ее защитим, утвердим. И там действительно 3 этапа развития. Это для стартующих предпринимателей, это для действующих предпринимателей и для предпринимателей, которым требуется развитие инфраструктуры. Вот 3 направления развития, которые диктует нам национальный проект, мы планируем идентичные направления поддерживать. Еще раз повторюсь, мы не ограничиваем в направлениях. Это может быть и производство, это может быть и торговля. Стартаперы, давайте про них поподробнее поговорим. Что предусматривается программой, каковы параметры? В текущем году мы приняли решение о том, что стартаперы будут работать на условиях софинансирования. Безусловно, каждый предприниматель, который планирует свое дело, он должен
не только рисковать своей интеллектуальной собственностью, либо своей идеей, но в любом случае он должен что-то со своей стороны внести, либо занять. Конечно, стартапов очень много. Я не буду приводить негативную статистику, она отрицательная статистика, сколько стартапов закрывается в первый год работы, второй год работы. Поэтому для того, чтобы нам перевести немножко в конкурентоспособную среду, мы рассматриваем возможность сейчас стартаперов поддерживать, можно сказать, на условиях софинансирования. Какие отрасли наиболее перспективные? Можно ли считать, что сельское хозяйство, цифровые технологии – это вот ниши, которые действительно не упадут? Мы сегодня провели круглый стол, который называется Public Talk «Новые точки роста». Очень много интересного послушали. Народные художественные промыслы в Республике Башкортостан показывают значительный рост. Действительно, современные технологии позволяют выйти на рынок, на международный рынок в течение буквально 1 месяца работы. Сегодня нам ремесленники, представители народных художественных промыслов продемонстрировали, как с помощью ТикТока они смогли выйти на зарубежные рынки. Поэтому с точки зрения, конечно, не надо забывать отраслевую структуру развития экономики. Сельское хозяйство тоже является приоритетом в развитии Республики Башкортостан. Но вот такие новые направления, как народно-художественные промыслы, как IT-инфраструктура, конечно, являются драйверами роста. Вы также сказали, что есть поддержка для тех, кто уже работает. Поподробнее тоже, пожалуйста, Нияз Мансурович. Существуют разные финансовые инструменты поддержки. Это и гарантии, это и лизинговые компенсации, это и микрозаймы. Поэтому все предприниматели, которые желают каким-то образом снизить свою либо долговую нагрузку, может быть, реструктуризировать свою задолженность, либо определить для себя оптимальный финансовый механизм, они могут обращаться в Государственный комитет, в наш центр «Мой бизнес», где для них подберут оптимальный набор государственной поддержки. И по третьей категории? По третьей категории могу сказать, что третий пакет мер государственной поддержки в настоящий момент принят. Мы ожидаем принятия решения о финансировании. В целом, все те меры государственной поддержки, которые нами заявлялись, мы исходим из потребностей. То есть наибольшая потребность, конечно, в привлечении заемных денежных средств, это в привлечении гарантий, в лизинге, потому что это наиболее востребовано для действующих предпринимателей. Действующим предпринимателям необходимо действительно увеличивать оборотные средства и максимально дешевые деньги, будем называть их так, привлекать к себе в развитие. Мы знаем, что в Башкортостане поставлены целевые показатели доведения количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 145 тысяч человек, и плюс 35 тысяч это должны быть самозанятые. Не повлияет ли коронавирус на вот эти планы, да, и какую картину видите сейчас? На 1 января 2020 года в Республике Башкортостан действовало порядка 128 тысяч предпринимателей. Ну, из года в год вот порядка 120-130 у нас. Да, на 1 января 2021 уже 122, минус 6 тысяч предпринимателей. Сейчас могу сказать, что по итогам первого квартала мы видим плюс 3 тысячи, это 145 тысяч предпринимателей. Динамика положительная. Мы принимаем все меры, усилия для того, чтобы исполнить национальный проект. Он будет исполнен обязательно, потому что сейчас происходит, если не то, что не нравится история, когда играют с цифрами, да, играют с различными показателями. Необходимо создать инфраструктуру, а Республика Башкортостан действительно за последние несколько лет огромные инвестиции в инфраструктуру для субъектов малого и среднего предпринимательства. Что она включает в себя? Простой пример — фабрика будущего. Да, это место, где собрались наиболее активные предприниматели, которые имеют льготную арендную ставку, где есть так называемые точки роста, где есть возможность вырастить предпринимателя, то есть дать ему возможность вырасти от стартапа до действительно уже состоявшегося предпринимателя. Вот такие точки роста, коворкинг-центры, это те помещения, в которых можно спокойно пользоваться той инфраструктуры, которая есть. Те же самые центры «Мой бизнес». Это все инфраструктура субъектов малого и среднего предпринимательства, которая предоставляет наиболее оптимальные, наиболее востребованные меры государственной поддержки. То есть уверенность в том, что планы будут выполнены, она есть? Конечно, в этом мы не сомневаемся. Бизнес шерифы – это новый институт у нас в республике, да? Как вы оцениваете его эффективность и что у нас здесь происходит сегодня? В соответствии с поручением Раифа Арича Хабирова, главы Республики Башкортостан, в 2019 году в Республике Башкортостан зародился институт бизнес-шерифов. Это действительно заместители глав администрации, которые занимаются развитием предпринимательства, привлечением инвестиций. К сожалению, до настоящего времени ключевым показателем эффективности бизнес-шерифов было количество проведенных предпринимательских часов. Мы сейчас совместно с Министерством экономического развития и инвестиционной политики разработали так называемый стандарт деятельности муниципального образования и инвестиционного
инвестиционный стандарт, в котором включили качественные показатели работы бизнес-шерифов. Один из них – это объем привлеченных инвестиций в основной капитал в течение года. Я уверен, что вот те методические мероприятия, которые проходили, те методические, это обучение, это действительно ознакомление, либо изучение мер государственной поддержки всеми бизнес-шерифами, они дадут свои результаты и выльются уже в качественный показатель объем привлеченных инвестиций, количество вновь зарегистрированных предприятий, реализованные проекты. Планируются ли какие-то изменения в этой части и ваши рекомендации предпринимателям? Вот, нужно идти готовыми навстречу бизнес-шерифам, да? С чем нужно идти? Изменений не планируется. Планируется, наоборот, развитие данного проекта. Дополнительное создание помощников предпринимателей, помощников бизнес-шерифов на местах. Не везде у нас работает центр «Мой бизнес». Мы планируем за счет информационно-консультационных центров сейчас информировать предпринимателей и население о тех мерах государственной поддержки. Я бы предпринимателям всем пожелал успехов в непростом труде. То есть предприниматель, вне зависимости от того, какая экономическая ситуация, он всегда работает, он всегда оказывает услуги, он всегда, поэтому он называется предприниматель, потому что он предпринимает активные действия для того, чтобы заработать. Поэтому всех поздравляю с Днем предпринимательства, всем желаю успехов, но и пожелания от себя лично хотел бы, чтобы многие предприниматели ориентировались на рынок, чтобы были конкурентоспособными. Спасибо большое, Нияз Мансурович. Это была программа «Интервью», и сегодня гостем был председатель Госкомитета Башкортостана по предпринимательству Нияз Фазылов, и мы говорили о неделе предпринимательства, которая идет сейчас в республике. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.